Что ж, дорогие друзья, а у нас есть пожелание от прекраснейшего, достойнейшего нашего старшего. Друзья мои, еще раз представлю, конечно, он в представлении не нуждается, но я, с вашего позволения, еще раз его представлю. Это Владимир Александрович Кузнецов, один из старейших археологов Северного Кавказа, уроженец Минеральных вод, но при всем при этом почетный гражданин Республики Северная Осетия-Алания. Еще раз ваши аплодисменты нашему достойнейшему старшему. Ну и, конечно же, я передаю ему микрофон. Дорогие друзья, моя фамилия Кузнецов Владимир. В переводе на осетинский язык моя фамилия звучит Волокурдыфырт. Это я иногда подписываюсь тоже так, чтобы было понятно, что я двуязычный, хотя осетинским языком не владею. Мне 96 лет. Половину из них я прожил в Владикавказе среди осетин. Я привязался к вашему народу. Я изучил все ущелья Северной Осетии, кроме Дегорского. Пусть дегорцы меня простят, у меня не хватило просто времени для того, чтобы заняться Дегорией. Дегория очень интересная для историков, археологов и для вас всех, осетин всех поколений. Очень интересная страна. Дегури принадлежит будущее в науке. Осетии тоже. Ну, а сейчас я хотел бы, как старшее поколение, вы можете видеть по моим колодкам, что я участвовал в войне, Отечественной войне. Я знаю, что такое война. Мне было 17 лет, когда меня призвали в 1944 году, и я отправился на фронт. Но мы мечтали брать штурмом Берлин. Мы получили уже сообщение об отце нашем, что он пропал без вести. И я горел желанием отплатить немцам, мстить немцам моего отца. Но не успели. Пока нас учили стрелять, я был артиллеристом. Война кончилась 9 мая 1945 года. Но потом нас бросили на японских самураев. И вот мы за 3 недели разгромили Квантунскую самурайскую армию, с которой воевали американцы несколько лет. Ну, я не знаю, ребята, мне так повезло, но мы не отступали, мы только наступали. Мы одержали большую победу. Должен сказать честно, я как историк, осетиновед, алановед, я вам хочу доложить о том, что наш верховный главнокомандующий, генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин, маршал Победы, является осетином Дзугаевым. И те попытки как-то это дело переделать, забыть о Сталине, некрасиво. Очень некрасиво. Мы написали обращение в газету «Северная Осетия». Мы попросили ко дню 70-летия смерти Сталина,
чтобы вернули название Сталинграда городу Волгограду. Это незаконное переименование. Сталину должно быть возвращено его заслуженное во всем мире известное имя. А почему в Осетии до сих пор нет улицы Сталина? Почему в Осетии нет памятника маршалу Победы? Есть на братском кладбище бюст. Я попросил туда меня съездить. И я туда съездил. Было холодно. Мы купили цветы, венок, возложили к венку Сталина. И я ему отрапортовал. Я ему сказал: уважаемый Верховный Главнокомандующий, я артиллерист, маленький солдат, мне было 18 лет в 1945 году. Но я принес вам клятву верности, военную присягу, и я ее соблюдаю всю свою жизнь. Я обратился с этими словами к Сталину, но в газете «Северная Осетия», в центре столицы Осетии, почему-то так ее не напечатали. Писал ее в прошлом году. За год не нашли времени. Нет, конечно. Это политика. Это неправильная политика. И я, пользуясь случаем, прошу вас поддержать. Надо восстановить Осетию, в Осетию вернуть дуровое имя маршала Сталина. Сталина, маршала Победы, которого знает весь мир. Которого знает весь мир. В Париже есть площадь Сталина и улица Сталинграда. А у нас нет. А у нас во Владикавказе нет. На родине маршала Победы они вытирают ноги. Нехорошо. Я, как сталинский солдат, обращаюсь к вам с просьбой поддержать. Вы молодые, но завтра вы будете хозяевами республики Северной Осетии. Я ставлю также вопрос, довожу до вашего сведения, чем я занимаюсь, как почетный гражданин республики. Я мечтаю, что я доживу до второго победы в своей жизни. Первый день победы, 9 мая, наша победа над Германией. Первая победа. Вторая победа для меня будет соединение Северной и Южной Осетии в одну большую республику, настоящую республику. Я хочу перед вами, молодым поколением, от имени старшего поколения, пожелать молодоженам, сегодняшним виновникам этого торжества, большого счастья в вашей жизни, которую вы сегодня начинаете совместно. Это самое большое событие в жизни человека, в том числе оно было и в моей. И я хочу прочитать вам одно стихотворение именно от имени старшего моего сталинского поколения, советского поколения. Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне.
все будет. Слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Молодые люди, жених и невеста, муж и жена, я еще раз желаю вам долгой, счастливой и, как бы сказать это аккуратнее, не забыть для Родины сделать хотя бы 2 солдат. Дорогие осетины и не осетины, русские, которые живут в Осетии, проработал 42 года, и сейчас я продолжаю работать во Владикавказе, в Академии наук РАН, в филиале РАНа. Несмотря на то, что там в прошлом году вышла моя книга, адресованная специально вам, молодому поколению Осетии. Она называется «Кто мы?». Кто мы? Да. Ее уже нет в продаже. Она моментально разошлась. Там я подробно написал, кто вы. Вы Аланы Кавказа. И пусть никто не думает, что было иначе. Кто только не претендует на звание быть Аланами. Ну, вы знаете, конечно, об этом. Право – это право за нами. Ну что ж, мы уезжаем, а вы продолжайте торжествовать, праздновать. Всего вам хорошего. Будьте благополучны. Да. Мартках, подождите, Мартках это археолог по-осетински. Иристон Амаирата Ражма. Ражма. Собственно говоря, огромное вам спасибо, Владимир Александрович. Теперь мы будем, конечно же, ассоциировать разгром Квантунской дивизии не только с нашим великим земляком Иса Александровичем Пливием, но у нас сегодняшнего дня еще один старший, с которым ассоциировать это событие, друзья. Ну что ж, долгих лет жизни, конечно же, нашему многоуважаемому старшему, чтобы он еще много лет мог видеть вот ту самую улицу Сталина, о которой он так мечтает во Владикавказе, своими глазами, и мог передавать свою мудрость и свои знания так горячо любимому молодому поколению, друзья. Хиштер това и решто да ставя хамар фаракана. Матававши асра шужарак на бус хиштер ному. Пашива дечия кафа потесера бог мира вадец.